Добрый день, уважаемые наши уже выпускники, родители и учителя. Сегодня мы приветствуем вас на нашем, наверное, уже таком последнем итоговом дне открытых дверей, где мы с вами разберем правила приема, посмотрим, что такое целевое еще раз. Я вам расскажу такие небольшие лайфхаки, как поступить на бюджет. И мы с вами еще встретимся с двумя нашими замечательными директорами и деканами, которые расскажут о своих факультетах. Ну и позвольте слово предоставить Мустаеву Алмазу Флюровичу, проректору по стратегическому развитию, для приветствия. Добрый день, уважаемые выпускники, уважаемые родители. Приветствую вас от имени университета, от имени ректора Салталача Сагитова. И хочу вам пожелать успешной вот этой поры подачи приема документов, там, где нужно сдавать экзамены. Желаю вам тоже успешной сдачи экзаменов. И, конечно, мы вас ждем в нашем университете. Вы можете прийти как лично, так и подать через суперсервис, через госуслуги. Все условия для этого есть. Ну, конечно, я рекомендую вам все-таки, если есть возможность, прийти в университет, потому что у нас есть очень хорошая консультационная зона, где мы можем проговорить не только об условиях приема, можем ответить на ваши вопросы, а вопросов всегда бывает очень много. Мы действительно специально проводим это мероприятие в разгар приемной кампании, потому что есть такая традиция, есть вопросы. Кстати, эти вопросы, пока мы на них не ответим, мы обычно не расходимся. Наталья Степановна, как правило, отвечает на все вопросы, которые вас будут интересовать. И наша задача в том, чтобы каждый из вас максимально имел информацию по поступлению в наш университет. Про образовательные программы, условия поступления коллеги расскажут. Я хочу сказать, что в университете порядка 1700 бюджетных мест. Мы сейчас ведем параллельно приемы в колледж, на бакалавриат, магистратуру. Но каждый год имеет свои особенности, скажем так, приема, поступления. Вот, внимательно прошу выслушать по целевому приему, он имеет свои особенности. Ну и, конечно, есть нюансы, связанные с творческими экзаменами, которые тоже нужно знать, быть в курсе. Есть условия для поступающих по особой льготе, специальной льготе. Есть нюансы для поступления на базе колледжа. Поэтому на все эти вопросы мы постараемся ответить. Если останутся вопросы, пожалуйста, приходите, с удовольствием вас примем. И я хочу еще раз нам всем пожелать хорошей, удачной приемной кампании. И нашим абитуриентам хочу пожелать тоже вот хорошей вот этой кампании по поступлению в наш университет. Ну и уверен, что все у нас с вами получится. Спасибо. Большое спасибо, Алмаз Флюрович. Я хотела бы еще раз напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Можно в комментариях писать свои вопросы. В конце эфира мы обязательно ответим на эти вопросы. И плюс разберем те вопросы, которые очень часто появляются у нас на горячей линии. Ну и позвольте пригласить в студию Саранову Галину Александровну, которая у нас, наверное, является сейчас очень главным человеком в университете, которая расскажет про правила приема, акцентирует на тех моментах, в которых уже очень много ошибаются абитуриенты и родители, и поможет вам разобраться со всем этим делом. Галина Александровна, слово вам. Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия. Познакомлю вас не только с правилами приема, но и с особенностями, которые имеются в этом году по изменениям в законодательстве. Итак, как видите, количество бюджетных мест у нас достаточно серьезное. Это 1286 мест на бакалавриат и специалитет. По направлениям разбивочку вы видите на слайде. Это достаточно серьезный выбор, это более 190 образовательных программ на бакалавриате, специалитете и более 30 программ в колледж. Здесь колледжа не видно, но в колледж у нас более 330 мест бюджетных. Пожалуйста, тоже используйте эти моменты. Какой перечень документов для поступления и форма подачи документов? Перечень документов для поступления, он стандартный, из года в год он не меняется.
Это, разумеется, паспорт, документ, удостоверяющий личность. Это документ об образовании, либо аттестат, либо диплом колледжа, либо диплом о высшем образовании. И обязательно СНИЛС для российских граждан. При наличии, если вы видите, то это для иностранцев. Для российских, повторяюсь, это обязательно 3 документа, которые необходимы для подачи заявления о поступлении. А также могут быть приложены иные документы, которые подтверждают ваши какие-то особенности. Либо это индивидуальные достижения, олимпиады и так далее, либо это документы о вашем статусе, допустим, сироты, либо инвалида, или другие подтверждающие документы, которые требуются для льготного поступления. Каким образом вы можете подать документы? Очно, то есть прийти к нам в университет, либо через личный кабинет, дома не выходя, просто зайдя на наш сайт официальный БГПУ имени Акмуллы, там есть специальная кнопка «Подать документы». И пройдя по ней, заполнив заявление, распечатав его и просканировав, соответственно, и прикрепив подписанное уже, ваше заявление поступит в нашу электронную систему, в нашу базу. Либо можете подать документы посредством государственных услуг. Пожалуйста, все формы для вас доступны. Единственная просьба – не смешивайте их. Если подали в одной системе, не надо подавать в другой системе, потому что ваши заявления автоматически будут мешать друг другу. Соответственно, что получается? Вы подали одно заявление на ЕПГУ госуслуги, через час вы взяли и на всякий случай подали документы через сайт университета. И что получается? Они друг другу мешают, дублируют. Технические секретари обработать не могут, начинают вам звонить, вы трубку не берете, и получается бардак. Вы не видите себя ни там и ни там. Поэтому еще раз призываю вас выбирать один способ подачи документов. Это обязательно. Далее, что нужно иметь в виду нашим абитуриентам? У нас существует 3 вида квот. Это особая, целевая и отдельная. Рассмотрим их отдельно. Квотные места – это обязательно места бюджетные. От общего количества бюджетных мест, выделенных университету, выделяется определенный процент на каждую квоту. На особую квоту, допустим, это 10% от всех бюджетных мест по всем направлениям, где есть вообще в принципе бюджет. Кто претендует на эту квоту, вы видите на слайде. Это дети-инвалиды, инвалиды 1-2 группы, инвалиды с детства, вследствие войны, травмы и так далее, дети-сироты и относящиеся к ним категории, и ветераны боевых действий. Какими документами подтверждаются особые права? Для сирот это справки, обязательно справки, выданные органом опеки и попечительства о том, что лицо является сиротой или лицом, оставшихся без попечения родителей. Не нужно приносить постановление об установлении опеки, свидетельство о смерти или лишении родительских прав. Нам нужна только справка, которая подтверждает ваш статус сироты либо лица, оставшегося без попечения родителей. Для инвалидов обязательно справка с указанием группы инвалидности, выданная, соответственно, Федеральным управлением медико-социальной экспертизы. Других документов также мы не принимаем. Никаких оригиналов мы вас не изымаем, берем только скан документа, но необходимый для подтверждения вашей льготы. Для ветеранов боевых действий существует удостоверение единого образца, где обязательно должно быть прописано, что гражданин имеет право на льготы, установленные пунктом 1 статьи 16 Закона о ветеранах. Это обязательно, потому что только этот пункт регулирует льготы именно для поступления в ВУЗ. Следующий вид льготы – это отдельная квота. Это все, что касается специальной военной операции. Это также 10% от всех бюджетных мест в ВУЗе. Здесь 2 категории поступающих. К первой категории относятся герои Российской Федерации, лица, награжденные 3 орденами мужества, и дети лиц, принимавших участие в СВО, либо дети сотрудников, которые были направлены в другие государства
если эти лица погибли, либо получили увечья, или заболевания, или награжденные. Вот эти категории лиц, они поступают в ВУЗ без проведения вступительных испытаний, кроме творческих. Ну, то есть где-то есть танцы, музыка, там, нормы ГТО, это сдается в ВУЗе обязательно, в том числе для этой категории. Вторая категория лиц – это участники специальной военной операции и их дети, если они не относятся к предыдущему вышесказанному, то есть проходят военную службу живы-здоровы, призванные по мобилизации, заключившие контракт о добровольном участии в специальной военной операции и другие, которые вы видите на слайде категории лиц. Именно только сами участники и их дети, ни жены, ни мужья, ни мамы, ни папы, ни братья, ни сестры, только граждане и их дети. Пожалуйста, не путайте. Многие путают и думают, что с социальными гарантиями для всех членов семьи, гарантии для всех членов семьи распространяются на социальные льготы для поступления. Именно есть категория граждан, прописанная в статье 71 Закона об образовании. Этим только руководствуемся мы при определении граждан, которые претендуют на отдельную квоту. Чем подтверждаются ваши не достижения, а права, которые подтверждают данную квоту? Соответственно, для награжденных это удостоверение установленной формы, для участников либо детей участников специальной военной операции это справка, выданная уполномоченным органом, а уполномоченный орган либо это военный комиссариат, либо воинская часть, либо органы МВД, Росгвардии и так далее. То есть каким органом человек был направлен в зону специальной военной операции, тот орган и выдает вам эту справку. Справка установленной формы. Форма размещена на сайте Министерства обороны Российской Федерации в разделе «Образование». Пожалуйста, зайдите, посмотрите, потому что бывает, что выдают справочки, где не указана ни льгота, ни почему, просто призван убыл. Нам этого недостаточно. Необходима вся информация, чтобы нам разграничить именно те две категории, о которых я говорила. Имеет ранение, не имеет ранения, воюет, не воюет, для чего послан и так далее. То есть, чтобы не было потом недоразумений с предоставлением установленного вида справки, пожалуйста, заранее можете ознакомиться и при обращении в соответствующие ведомства можете даже взять с собой этот образец, потому что не все военные комиссариаты до сих пор, к сожалению, с ними ознакомлены. И любимая наша целевая квота, где не только до 10%, на некоторые направления до 50% даже процентов от бюджетных мест, но она у нас в этом году самая изменяемая. Здесь все по-новому. Мы все просто дружно забыли, что было раньше, и работаем по-новому. Что здесь? Здесь все, что касается целевиков, осуществляется через портал «Работа в России». Размещение всех документов, всех предложений, заявок, все только там. Без портала «Работа России», без размещения ваших документов там вузы ничего не смогут сделать, в том числе и наш вуз. Это нововведение по всей стране. Что здесь важно? Важно, чтобы заказчик, это любая бюджетная организация, здесь речь идет именно о квотном поступлении, бюджетном, чтобы разместил, имел предложение на портале «Работа России». Они это должны были сделать еще до 10 июня. Кто не успел в это время, тот, к сожалению, в этом году уже не участвует в этом конкурсе. На это предложение гражданин, в свою очередь, откликается, то есть пишет заявочку вместе с приемом о подаче заявления в ВУЗ. Несовершеннолетним, разумеется, обязательно требуется согласие на подачу такой заявочки от родителей. Вот эти два документа, предложение плюс заявка, они обязательны. Если нет предложения, значит не может быть заявки.
Есть предложение, возможно подать заявку. Поэтому на госуслугах вам все это доступно и видно. Также нововведение какое? После того, как абитуриент подал заявочку на портале, выбрал своего заказчика, прошел по конкурсу, представил оригинал документа об образовании в ВУЗ, после этого зачисляется в университет. И только после приказа о зачислении заключается договор о целевом обучении. Опять же, если несовершеннолетний, необходимо согласие родителей на заключение такого договора. Без этого согласия договор будет считаться недействительным. Где вы можете посмотреть все, что и подать, как можно подать заявление. Здесь можно подать заявление также двумя способами. Легче всего это сделать через госуслуги. Ребенок, абитуриент, подавая заявление о приеме в определенный вуз, увидит такой вопрос: рассматриваете ли вы целевое обучение? Если вы нажимаете кнопочку «Да», вы автоматически перейдете на портал «Работа в России», где сможете выбрать предложение заказчика. Вы увидите на слайде QR-код, где размещена пошаговая инструкция, как подать предложение на целевую квоту. Очень много, потому что сейчас у нас звонков в приемную комиссию о том, что родители говорят: мы ходили в школу и что-то там подали. В школе заявления не подаются, заявки не подаются. Пожалуйста, это все делается через госуслуги, соответственно, и через портал «Работа в России». Что вы можете дальше? Шагаете дальше по шаблону, выбираете вуз, выбираете заказчика и размещаете свою заявку на заключение целевого обучения. Опять же, для вас специально сделали и видеоинструкцию, и текстовую инструкцию. Можете воспользоваться QR-кодом, можете зайти на наш сайт. На сайте в разделе «Абитуриенту» есть специальная вкладка «Целевое обучение», где все это размещено. И типовые документы, и инструкции. Все для вашего удобства. Пожалуйста, посмотрите. Соответственно, когда подаете заявку на целевую квоту, вот такое заявление вы увидите, что оно отправлено, и следите, соответственно, за статусом своего заявления в госуслугах, если вы подали через госуслуги. Есть еще, добавлю, способ подачи заявки на целевое обучение в бумажном виде. В таком случае вы подаете документы через личный кабинет информационной системы нашего вуза и в любом случае заходите на портал «Работа России», находите нужное вам предложение, сюда приходите в вуз, консультанты вам помогают заполнить заявку в бумажном виде, но номер предложения в любом случае вы должны найти самостоятельно. Без номера предложения мы не сможем дальше обработать ваши документы. Два способа, еще раз повторюсь, подачи заявки на целевое обучение. Либо через госуслуги, либо через наш личный кабинет, плюс бумажная заявка. Это обязательно. В какие сроки мы принимаем документы? Если вы сдаете вузовские экзамены, это до 20 июля. Если только по ЕГЭ, соответственно, до 25 июля. Первое зачисление у нас идет квотное. Оригиналы принимаем до 12 часов по Москве, то есть по местному времени до 14:00. Оригиналы документов об образовании. Не путаем ни с какими другими документами. До 28 июля подаете документ, после этого только вы рассматриваетесь в конкурсе. При условии, опять же, правильной подачи заявления и заявки. И 30 июля выходит приказ о зачислении всех квотников. Общий конкурс, соответственно, прием оригиналов 3 августа, также до 14:00, и приказ 9 августа.
Сейчас конкурсные списки искать не надо. Также поступают звонки и говорят, мы не видим ни рейтингов, ни конкурсных списков. Сейчас идет прием документов. Вы можете смотреть списки только готовые 27 июля. Напоминаю, что с прошлого года у нас существует приоритетная система. Вы расставляете номера от 1 и далее, то есть 5 направлений, 5 вузов. В каждом вузе вы можете выбрать 5 направлений подготовки. Первый приоритет – это более желаемый и так далее. Ну, здесь единственное пожелание по опыту прошлого года, чтобы вы наобум не ставили и не ставили приоритеты тем направлениям, куда вы вообще не рассматриваете поступление. Потому что бывают такие случаи, когда по конкурсу вы как раз проходите на то направление, куда вы вообще не хотели. И потом получается у нас горькие разочарования при поступлении. И я не хочу на бюджет, лучше пойду на коммерцию. Зачем было занимать чужое место, когда можно было освободить это для ребенка, который хотел учиться именно там. Где смотреть информацию? Напоминаю, что заходите на официальный сайт БГПУ имени Акмуллы. Есть специальная кнопочка «Абитуриенту». Красным цветом для вас специально выделена. Нажимаете ее. Далее приходите в нужный вам раздел. Поступаете в колледж, нажимаете кнопку «Колледж». Поступаете на бакалавриат специалитет, выбираете, соответственно, эту кнопку. Целевое видите вот также внизу отдельно выделено, где все инструкции, о которых говорила выше. Далее, в каждом разделе есть раздел «Документация», где вы можете ознакомиться со всеми правилами приема, информация о порядке учета индивидуальных достижений, о сроках проведения приема, о минимальном количестве баллов и перечне вступительных испытаний, и о количестве мест для поступления. Все это в отдельных документах, пожалуйста, изучите. Также размещены программы вступительных испытаний для тех, кто претендует на вступительные испытания, проводимые вузом. Это в основном такие категории, которые закончили колледж, инвалиды, иностранцы и люди на базе высшего образования. А также на программу магистратуры, естественно, тоже здесь программа вступительных испытаний. Заранее, пожалуйста, изучите. Какие-то эссе, там, особенно магистратуры, можете подготовить заранее. Не нужно это делать в день экзамена. И следуете инструкцию и проходите вступительные испытания. Консультации по экзаменам у нас размещены на YouTube. Ссылку можете найти в расписании рядом с каждым экзаменом. Расписание также в разделе «Документация» вы можете найти, оно уже размещено. И также есть инструкция о прохождении вступительных испытаний дистанционно и с получением пароля. Не нужно сейчас запрашивать пароль. Логин и пароль вам придут за 1-2 дня до начала вступительных испытаний. Беспокоиться заранее, за месяц не нужно. Где смотреть? Где смотреть? Есть специальная кнопочка. Ход приема на сайте приемной комиссии БКПУ. Также нажимаете «Абитуриенту», попадаете на сайт приемной комиссии, сверху будет ход приема, нажимаете ход приема и видите списки поступающих. А позже появятся и рейтинги там же, в этом же разделе. Сейчас пока можете смотреть, просто дошло ваше заявление, не дошло. Также по опыту прошлого года могу сказать, что кто подавал через госуслуги, бывает, что обработка заявлений занимает до 3 суток. Поэтому не беспокоимся заранее, ждем некоторое время, а потом смотрим себя в списках. Стоимость обучения на этот год определена. Приказ размещен на официальном сайте нашего вуза, можете ознакомиться. Увеличение незначительное, для первого курса скидки, поэтому достаточно демократичная, я считаю, стоимость обучения на очно-заочном и заочном обучении доступна, я думаю, любому.
Еще раз обращаю внимание на минимальные баллы ЕГЭ. Сейчас очень много заявлений подано абитуриентами, которые не прошли этот порог. Заявление вы, конечно, подать можете, мы не отказываем в приеме заявления, но в конкурсе вы не будете участвовать, не преодолев этот порог ни в бюджетном конкурсе, ни в коммерческом. Поэтому проверьте, пожалуйста, свои баллы, чтобы они соответствовали минимальным, выше минимальных были. И к вашему вниманию на данном слайде это индивидуальные достижения, они здесь не все. Все индивидуальные достижения вы можете посмотреть также в разделе «Документация» отдельным файлом, либо в правилах приема. Максимальное количество баллов за индивидуальные достижения по бакалавриату специалитету – это 10 баллов. Пожалуйста, пользуйтесь данным преимуществом. Не забывайте размещать документы к своему заявлению, чтобы все это было учтено до того, как вы участвуете в конкурсе, а не после. В этом году для отдельной категории граждан в университете введены повышенные стипендии. Обратите внимание на список. Это победители, призеры Всероссийской олимпиады школьников, Акмулинской олимпиады, межрегиональной олимпиады по башкирскому языку. Это, я считаю, большое преимущество и поддержка детей, одаренных и неравнодушных, как говорится, к обучению. Контакты вы видите наши на слайде. Пожалуйста, звоните, приходите. Мы работаем для вас без выходных, с 9 до 6, без перерыва на обед. Вопросы можете задавать и по горячей линии, и непосредственно консультантам, которые ждут вас по адресу Октябрьской революции 3А, 2 корпус. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Галина Александровна. Очень подробно все рассказали. Если у вас остались вопросы, мы их ждем в комментариях. После мы будем отвечать обязательно на все вопросы. Я хотела бы еще раз вам напомнить, что вот номер горячей линии, который вот 8 800 787 99 99, это телефон бесплатный для звонков по Башкирии, потому что когда иногда жалуются, что звонят на городской номер, и бывает, что что-то там списывается, есть городской номер, есть номер через 8 800. Пожалуйста, пользуйтесь тем способом, который вам удобен. Ну и, конечно, наша почта, мы тоже там отвечаем. Есть у нас сообщество ВКонтакте, единственное, где мы тоже, там сотрудники приемной кампании отвечают на все ваши вопросы. Ну и давайте перейдем к нашим гостям. Сегодня к нам пришли в гости руководители двух, наверное, одних из самых старейших факультетов, теперь даже уже институтов. Позвольте представить. Давайте начнем с дам. Амина Раисовна Рахматуллина, это директор, естественно, географического факультета, и Азат Равильевич Юсупов, это директор Института физики, математики, цифровых и нанотехнологий. Добрый день. Добрый день. Ну, давайте начнем беседу с такого стандартного вопроса. Есть ли у вас что-то новенькое для абитуриентов, что там такого интересного, куда бы вы могли позвать наших выпускников, школьников? Ну и не только школьников, и колледжей тоже. Давайте. Добрый день, уважаемые будущие наши студенты. Да, на естественном географическом факультете от самого названия, естественно, идет, что у нас изучаются естественные науки, такие как биология, химия, география, то есть подготовки учителей. И также у нас есть по направлению биологии, это профили генетика, биэкология. И вот в 2024 году мы расширяем возможность по направлению экологии природопользования, профиль природопользования, получить в будущем выпускнику вторую квалификацию, вторую профессиональную деятельность. Это педагог дополнительного образования, естественно-научной направленности. То есть по окончании студент получит один диплом с двумя квалификациями. Это эколог и педагог дополнительного образования. То есть это новшество пока в нашем университете. Мы в них как первооткрыватели, потому что мы, естественно, географический факультет. Уникальная возможность есть поучиться, один раз поучиться, получить так, две квалификации, да, за 4 года сразу 2. Вот. Ну и для магистратуры у нас в этом году развивается магистратура, открывается совместно с нашими партнерами Башняком и Химсанта по профилю биотехнология, направление биология. А здесь планируется развитие индивидуальных траекторий обучения студентов в области по направлениям
генная инженерия и, получается, биотехнология. Это агро-пищевые биотехнологии. Студент выберет свои направленности, и по ним уже будет заниматься в соответствии и с преподавательским составом, и с производственным, то есть проходить практики, стажировки в соответствии с выбранной индивидуальной траекторией. Азат Раильевич, вы чем можете похвастаться? У нас изменения произошли несущественные, но все-таки есть тоже направление, которое мы открыли в этом году впервые. Но, во-первых, изменения коснулись в основном программы электроника, наноэлектроника. Сейчас мы набираем только по одному профилю, который называется программирование и электроника информационных систем. Само направление, оно очень близко к тому, что было до этого, но мы ввели очень большой блок, связанный с автоматизацией. То есть это и программирование, это и автоматизация различных процессов, в частности, это работа с цифровыми датчиками, как сейчас модно звучит фраза, это интернет вещей и так далее. То есть это то, что сейчас востребовано и необходимо на производствах. Ну, кроме того, я хотел бы еще добавить, это довольно часто мы слышим это ошибочное мнение у родителей, особенно, поэтому, наверное, больше это даже не к абитуриентам, а к родителям, что в педагогическом университете выпускают только педагогов. Так сложилось, что сейчас у нас подавляющее большинство направлений, которые реализуются у нас на факультете, это инженерные направления. Ну вот если мы говорим про бюджет, из 112 бюджетных мест на нашем факультете, 44 бюджетных места – это педагогическое направление, а все остальное у нас инженерное направление. По педагогическому направлению в этом году мы тоже немножко изменили название профиля. Сейчас он звучит как математика и физика, либо информатика. То есть абитуриент, поступающий к нам на педагогическое направление, может после первого курса выбрать, он пойдет либо на физику, либо на информатику. То есть это будет зависеть уже от его личного мнения. Ну и, соответственно, все программы, которые мы сейчас в этом году открыли и набираем, они все с бюджетными местами и довольно большое количество бюджетных мест у нас в этом году. Из новой программы, это программа полностью заочная. Название ее – это информатика, цифровое моделирование и технология. Там у нас 25 бюджетных мест. Программу мы открыли в интересах, в данном случае это и Министерство образования Республики, и вообще, если в целом говорить про образование в Российской Федерации, потому что у нас очень много сейчас открыто организаций по национальному проекту образования, это кванториумы, технопарки, точки роста, и мы знаем, что есть проблемы, связанные с кадрами на этих площадках. Программа, она полностью адаптирована как раз под интересы работодателя. В данном случае это и по работе с оборудованием, это и по реализации проектов и так далее. Очень интересно она будет для выпускников колледжей, техникумов и так далее, потому что в первую очередь рассчитана на любых колледжей, да. В чем особенность программы? Это то, что у нас, к счастью, сейчас материально-техническая база университета позволяет полностью обеспечить информационную поддержку всех этих площадок. Соответственно, нам необходима была эта программа для того, чтобы учащиеся по данному направлению абсолютно бесплатно могли освоить сложные направления, которые существуют в точках роста. И сейчас, к сожалению, многие из них они не обеспечены необходимыми кадрами. Ну и в этом году у нас еще появились 15 бюджетных мест, это на прикладную информатику в цифровой экономике, это тоже заочное направление, поэтому для выпускников колледжа будет, наверное, интересно рассмотреть данное направление для поступления. Да. А в магистратуре что-то новенькое появилось? В магистратуре у нас осталась та же самая магистратура, она больше уже с педагогическим уклоном, но магистратура у нас, она адаптирована в том числе для выпускников инженерных направлений подготовки, потому что сейчас так сложилась ситуация на рынке труда, что катастрофически не хватает учителей физики, математики, информатики. Мы знаем, что в некоторых образовательных учреждениях их вообще нет. И есть желающие пойти работать в школу по окончанию инженерных направлений подготовки, вот для того, чтобы быстро их переподготовить и обеспечить соответствующие образовательные организации кадрами, мы реализуем на нашей базе данное направление.
Да, здесь еще хотелось бы уточнить, в магистратуре имеют право бюджетно учиться даже те, кто получал дипломы старого образца, допустим, там дипломированные специалисты, они так условно называются. Поэтому, если вы сомневаетесь, имеете ли вы право поступить на бюджет в магистратуру, то можете позвонить или прислать нам фото своего документа на указанную почту, о которой мы вам говорили, приемной компании. Мы скажем, имеете вы такое право или не имеете. Скорее всего, конечно, большинство тех, кто давно учился, такое право имеет, и очень много учителей у нас в магистратуре действующих учатся весьма успешно. По магистратуре у нас еще очень гибкая система, потому что если вы, допустим, планируете изучать только математику, то вы вправе выбрать модуль, где у вас будет только математика. Какие там еще модули у вас? Математика, физика, информатика. Да, естественно, А у нас биология, химия и экология. Да, факультеты института, они реализуют такие модульные программы, где сам студент формирует свою образовательную траекторию. На других тоже такое есть, не думайте, просто сегодня в гостях эти два факультета, поэтому они рассказывают именно о себе. Коллеги, тоже вот очень много вопросов поступает от тех абитуриентов, которые уже как бы немножко в этой теме, да, когда они выбирают бакалаврские программы после колледжа, они уже что-то знают, и у них очень часто возникает вопрос, а что именно изучают, какие интересные есть дисциплины, чем можете похвастаться? Давайте, Минара Исина, давайте. Естественно, географические факультеты, естественно, по направлению педагогическое образование, да, география, биология, химия, студенты изучают более углубленно школьные предметы, так скажем, география, биология и химия. Но в отличие от того, что в школе изучается там 7, 8, 9 класс, допустим, химия, то здесь студенты у нас в специализированных лабораториях изучают уже неорганическую химию, общую химию, органическую химию, химических катализаторов, то есть вот очень много разных химий. По географии можно сказать, что они изучают от физической географии материков и океанов до физической, естественно, физическую географию России, физическую географию Республики Башкортостан, до всех, также экономической географии от зарубежных стран до Республики Башкортостан. То есть идет развитие и изучение именно динамических процессов, как все изучать со школьниками, чтобы можно было строить с ними проектную деятельность, потому что это в школе развивается. Также в нашем вузе тоже это участвует, развитие идет, потому что у нас студенты потом участвуют в грантовой деятельности, в проектных деятельности, в акселераторах. То есть с помощью наших педагогов студенты развиваются и участвуют в этих мероприятиях. По таким классическим направлениям, как экология природопользования, то здесь у нас изучаются, естественно, все такие дисциплины, связанные с охраной окружающей среды, чтобы потом выпускник пошел работать специалистом или лаборантом-экологом, или инженером по промышленной безопасности, инженером-экологом, то есть все вот эти существенные нормативные дисциплины. По направлениям биология, профили биоэкология, генетика, здесь у нас отличие, что биоэкология изучает дисциплины, связаны тоже с охраной окружающей среды, как бы будущие защитники природы, животных, птиц, всех. А генетики, они могут потом работать в лабораториях генетических, в исследовательских институтах. То есть здесь больше идет упор на генетическое изучение человека и животных. Также по заочной форме обучения у нас есть педагог дополнительного образования, естественно, научной направленности, туристско-краеведческой направленности. Сюда у нас, естественно, в основном приходят выпускники колледжа, которые заканчивали, допустим, специальность туризм, а потом, чтобы преподавать в дополнительном образовании, работать, они вот приходят сюда, чтобы получить педагогическое образование. То есть в основном вот происходит такое. То есть они работают и педагогами доп. Образования, могут потом работать в туристической сфере. То есть дисциплины изучаются, это тоже от краеведения, от туристических услуг, как работать. Вот такие интересные дисциплины, то есть их перечислять очень много. Завтра слово вам. Кратко, да, какие есть интересные, может быть, какое-то супероборудование, на которых что-то там студенты изучают, делают свои проекты, получают большие миллионы. Я, наверное, немножко уйду от прямого ответа, какие дисциплины, потому что, может быть, дисциплина не заинтересует, а заинтересует человек, который ведет эти дисциплины. Потому что сейчас очень много вопросов, связанных с тем, кто читает тот или иной курс, и насколько этот курс этим человеком, ну, скажем, во-первых, актуален, а во-вторых, насколько он им хорошо владеет.
По многим направлениям, которые у нас реализуются, у нас очень много внешних наших коллег, которые преподают у нас в университете, у нас в институте в том числе. Это представители Уфимского федерального исследовательского центра, это представители других вузов Республики Башкортостан, то есть которые привлекаются в первую очередь по тем профилям, которые они реализуют. Соответственно, если мы говорим про IT-направления, в первую очередь это все ориентировано на те актуальные направления, которые сейчас востребованы. Ну, даже такой простой пример сейчас у всех на слуху – это программирование в области виртуальной реальности. Если посмотреть по рынку труда, то таких кадров также очень сильно не хватает нам сейчас в университетах, поэтому мы стараемся привлекать наших коллег, которые активно этим занимаются уже не первый год, либо готовим кадры сами для того, чтобы они реализовывали данное направление. И, соответственно, это было интересно и студентам, и преподавателям, ну и тем, кто принимает участие в проектах в области виртуальной реальности. Но если мы говорим про инженерное направление, то здесь в первую очередь привлекаются кадры, которые имеют опыт проведения научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских работ, то есть те, которые непосредственно участвуют в реализации сложных проектов и те, кто может поделиться своим опытом, как подготовить проект, как его реализовать, как его представить, причем в виде публикации, либо это в виде стартапа и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, тем, кто поступает к нам, будет интересно, во-первых, изучать эти дисциплины и практически сразу использовать их на практике. Да, тут как раз ранее прозвучало страшное слово «акселератор». Так раз-таки вот Азат Раильевич немножко разъяснил, что это такое. Это серия мероприятий, когда студентов обучают делать свои проекты и выводить это либо там на гранты, на стартапы, чтобы этот проект не лежал в столе, а как-то реализовывался и приносил пользу. Но это все, когда студенты поступают, здесь это уже все, когда они уже абитуриенты становятся студентами, они с этим уже более подробно познакомятся. Но следующий вопрос, он как раз-таки вытекает из этого. Куда ходят ваши студенты на практику, какие есть интересные места, потому что очень часто тоже от родителей поступают такие вопросы. Ну, понятно, что педагоги ходят в школу, Да, давайте про непедагогов. педагоги, кроме школы, также у нас все педагогическое образование ездят у нас на педагогическую практику вожатскую. Они Да, являются у нас кстати, вожатыми. Это, наверное, только в нашем Лагеря, университете да, массово. это массово выезжают. Если по непедагогическим, то, естественно, у нас есть практики в городе Уфе. А вот полевые практики интересные. Это вот, допустим, с такими нашими партнерами, как Башинком, Микроген, Фармстандарт. То есть студенты ходят туда в НИИ, Уфицран, по химии в их лабораториях занимаются. Но, естественно, у нас есть выездные полевые практики, куда студенты направляются вместе с преподавателями изучать флору, фауну, географические особенности территории. Это, допустим, по Республике Башкортостан, то есть все любые районы, заповедники Республики Башкортостан. Вот недавно наши студенты приехали с озера Байкал, изучали флору, фауну с Натальей Викторовной Сухановой, заведующей кафедрой биоэкологии и биологического образования. Приехали из Оренбургской области, институт степей посмотрели, и Оренбургскую область изучили с преподавателем. Для тех, кто любит походы и путешествия, это как раз-таки ночуем в палатках, костер. Помимо изучения, естественно, применения знаний, применяют студенты эти знания на практике. То есть изучить и уже посмотреть, как что устроено. Так, Азат Раильевич, ваши студенты в какие интересные места уходят на практику? Если говорить про IT-направление, то это в основном компании частные, потому что так сложился рынок, что в основном сейчас частники как раз и занимаются его развитием. Но если говорить про педагогические направления, естественно, это в первую очередь образовательные учреждения. Это и вожатская практика, то есть практически во всех этих мероприятиях наши студенты участвуют. Если говорить про инженерное направление, здесь я хотел бы, может быть, несколько слов сказать о том, что у нас происходит в республике в этом направлении, и очень большое внимание уделяется сейчас Евразийскому научно-образовательному центру, куда включены все наши университеты и научные организации. Соответственно, большое количество молодежных лабораторий сейчас открыто. И мы стараемся направлять наших студентов в молодежные лаборатории, поскольку это может быть одной из траекторий их дальнейшего развития, ну и трудоустройства, соответственно. И второе – это получение опыта, который позволяет не только
работать в качестве инженера, но и в качестве инженера-исследователя. То есть это поисковая работа, это анализ различных данных, которые получает студент в процессе выполнения этих практических занятий. Ну и если мы говорим про, допустим, аналитические вещи, то есть у нас студенты, и мы, для нас это тоже открытие бывает, когда студенты трудоустраиваются по собственному желанию в организации, которые ранее с университетом не сотрудничали. То есть это и банковская сфера, это и предприятия, которые, может быть, не относятся напрямую к нашему профилю, но охотно берут их, допустим, системными администраторами или теми же самыми программистами на время этой практики. Мгм. Так, следующий тогда вопрос. Вот тоже сейчас мы рассматривали целевое обучение. Ведется ли у вас целевой набор? Какие организации сделали свои предложения на квотные места? Можете пригласить абитуриентов. Ну, на естественном ярком факультете квота объявлена целевиков. Это, допустим, по непедагогическому направлению биология, профиль биоэкология, генетика по одному месту. И по заявкам организации здесь у нас были заявки. Сейчас я вам даже скажу. Так, биоэкология был, это с Балтачевского, с Белорецкого района. Они 2 заявки на профиль биоэкологии, но по квоте у нас 1 квота. Ну, напоминаем, что абитуриент на портале «Работа в России» может видеть вообще все предложения, да, они там действительно есть. Поэтому, если вы не знаете, не видите, вы можете к нам позвонить на горячую линию вам, или написать нам на почту, вам подскажут, либо напрямую позвонить на факультеты, институты, они вам тоже это все проконсультируют и подскажут. Целевые места точно есть, предложения тоже точно есть на все направления, где есть бюджет. Но больше всего, так понимаю, у вас на математику и физику с информатикой, да? Да, то есть Ну там да, более физическую 70 задачу. заявок сейчас уже подано от организаций. Пока не все эти организации имеют, ну, скажем так, абитуриенты, которые бы пошел от них. Ну, прием только начался, поэтому но все еще впереди. Здесь еще раз хотелось бы подчеркнуть, что ситуация как раз с рынком труда по учителям математики, физики, информатики, она очень сложная, и поэтому и определяется эта цифра как раз таким количеством заявок от образовательных организаций. Ну, и еще раз тоже для родителей, может, такая информация, вы знаете, что педагоги очень востребованы на рынке труда, и точно, если вы выберете наш университет, без работы ваш выпускник будущий не останется. Ну и последний такой небольшой, такой, наверное, блиц-вопрос. 5 причин, почему поступить к вам. Амина Раисовна. 5 причин. Может быть, не 5, может быть, 1, но большая, но Легко. почему к вам? К нам надо поступать, если вы любите природу, хотите работать руками, что-то исследовать, изучать, то как раз-таки на естественно-географическом факультете вам в этом помогут. Вторая причина – это то, что, как я уже говорила, выездные полевые практики. Практически каждый первый курс, все направления, они у нас выезжают на полевые практики. Изучение, прохождение практик уже в организациях, тоже на специализированном оборудовании, тоже большой плюс. Третья причина – это хорошие преподаватели, наставники, преподаватели практики. Также наш, естественно, факультет – это большая дружная семья, поэтому у нас наставниками выступают не только преподаватели, но и студенты старших курсов. То есть мы всегда вовлекаем младших к старшим, чтобы они жили своей дружной семьей, адаптировались, да. Естественно, следующая причина – это, получается, получить навыки проведения организации научно-исследовательской своей деятельности. Потом, чтобы развиваться не только как студент-бакалавр, выпускник, но и быть магистром, потом в аспирантуру, докторантуру, может потом опять стать ученым, да. Вот. Ну и, естественно, на выпуске, это причина 5, самое главное, вы выпуститесь физкультурным специалистом по любому направлению, которое вы не выбрали. То есть, в принципе, наши выпускники всегда трудоустраиваются и в школы, и в научные организации, и в лаборатории. В принципе, ну, кто-то из девушек уже сразу замуж уходит. Ну, тоже канал занятости. Тоже канал занятости, да. Но мы не гарантируем этот канал Да, мы не занятости. гарантируем. Так что вот эти самые главные 5 причин. Так, Азат Раильевич, ваши 5 причин? Очень, наверное, больше причин, но Давайте сократим. Я вам оставила. Некоторые перечислю. Ну, во-первых, комфортно обучаться, когда общежитие рядом, условия комфортные, и до университета идти там буквально 10-15 минут. Но
кроме этого, можно перечислить очень много других положительных качеств нашего университета. Во-первых, если мы посмотрим по контингент студентов, он гораздо меньше, чем в крупных вузах. Соответственно, это говорит о том, что внимание каждому абитуриенту и каждому студенту гораздо выше, чем в других университетах. Индивидуальный подход. Да, если говорить про возможности студентов, то их тоже больше, потому что сложно представить, когда современное оборудование закупается с учетом контингента студентов. Но так сложилось, что у нас в университете практически по всем направлениям оборудования достаточно для того, чтобы каждый студент прошел через наши площадки, это и Кванториум, и Технопарк. Они оснащены шикарным оборудованием, это признают и наши коллеги из других университетов, то есть по каким-то позициям мы можем сказать, что аналогов в республике нет. Это очень важно, потому что когда вы говорите о квалификации, это нужно понимать, что ребенок или студент должен пройти через условия, при котором он применяет данное оборудование в своих целях. Еще одно, наверное, положительное качество, что мы даем возможность студентам, не выходя из университета, организовать дополнительный заработок, но через образовательные услуги с детьми. Это тоже очень важно, потому что когда мы слышим фразу, что мы не хотим, допустим, чтобы ребенок занимался образовательной деятельностью и не шел в школу. Хорошо, пусть он в школу не идет, но в чем плюс применения такого подхода, когда студент, обучаясь в университете, подрабатывает в образовательных организациях дополнительного образования, то есть это различные кружки и так далее. Он изучает волей-неволей сложные вопросы, которые он должен объяснить детям. То есть квалификацию он повышает еще исходя из того, что он дополнительно изучает материалы, которые, может быть, в университете не дают. Даже Плюс коммуникация, да. Общение. Второе преимущество – это коммуникация. То есть, по сути, студент умеет работать и с детьми гораздо сложнее работать, чем со взрослыми. И когда переходит он от детей к взрослым, это всегда гораздо проще, чем, допустим, с маленьким ребенком объяснить маленькому ребенку, что это за штуковина и как она работает. И второй момент – это технические возможности. Если мы говорим о доступе к оборудованию, у нас практически с утра до вечера открыты двери на все наши площадки, и доступ к оборудованию есть. Это и шлема виртуальной реальности, это и робототехника, это и беспилотные летательные аппараты. То есть огромное Действительно количество. шикарное оборудование, приходите, посмотрите, даже потрогаете. Да, поскольку мы привлекаем не только студентов нашего института, мы будем рады принять и абитуриентов, но студентов уже первого курса с других факультетов, потому что есть направления, связанные с той же лазерной резкой гравировкой, это для тех, кто увлекается творчеством. Это лазерная 3D-печать, 3D-проектирование, то есть вот эти все курсы, они в большинстве случаев для наших студентов бесплатные. То есть это и в рамках основной образовательной программы, и в рамках дополнительных возможностей, которые они могут изучить самостоятельно, с наставником или без наставника. И это коллектив, который сложился у нас уже на протяжении многих лет. Это и наши коллеги из других организаций, которые активно со студентами работают и с удовольствием приглашают наших студентов и в аспирантуру, и для работы уже в научных организациях. Большое спасибо, уважаемые коллеги. Я надеюсь, что, может быть, еще у нас будут какие-то встречи с другими представителями факультетов и институтов, и если будет такая потребность, мы, конечно же, сделаем. И давайте, чтобы время не терять, перейдем к вопросу, как поступить на бюджет. Я попробую вам дать пару советов, а вы уже будете решать, пользоваться ими или нет. Очень часто и родители, и абитуриенты задают мне этот вопрос, но здесь, к сожалению, не очень много могу вам дать советов, но разберем то, что можно сделать уже сейчас, когда у вас уже и результаты ЕГЭ на руках, и вы уже примерно знаете, что, куда поступить. Давайте посмотрим презентацию. Начнем. Здесь самый, конечно, логичный ответ на вопрос, как поступить на бюджет, нужно набрать очень много баллов. Тогда, конечно, ваши шансы будут выше. Казалось бы, конечно, все понятно, но в процессе поступления
Выясняется, что не всегда, конечно, этих баллов достаточно. Очень много умных ребят в одну и ту же специальность концентрировались, и бывает очень большой конкурс. Но здесь вспоминаем про то, что вам уже рассказывала Галина Александровна, когда она говорила про индивидуальные достижения. Вот здесь я сделала вам специально QR-код, который прям ведет к документу с перечнем индивидуальных достижений. И напоминаю, что вы можете получить, ну, здесь вот от 2 до 10 баллов, но, в принципе, от 1, потому что, например, есть волонтерская книжка, и там баллы начисляются за количество часов за последние 4 года. Если у вас, например, было 30 часов только за 1 год, у вас будет 1 балл. Но максимум 10 баллов, больше не будет, даже если у вас будет очень много индивидуальных достижений. Больше 10 мы просто вам технически не можем начислить. И здесь очень много бывает ошибок. Вот то, что с крестиками, с красными, как нам присылают абитуриенты свои индивидуальные достижения. Первые 2 способа нежелательно от слова «совсем». Все индивидуальные достижения предоставляются исключительно в сканированном, либо в очень хорошем качестве фотографии. Других вариантов нет. Все ваши индивидуальные достижения должны быть подтверждены документально. Просто вот так, то, что вот вы видите на фотографиях, это действительно бывает. Когда вы, кстати, присылаете фото диплома, не нужно делать селфи с дипломом, не нужно делать диплом, фото в каких-то интересных локациях. Исключительно скан документов, где есть какая-то информация. Все подтверждаем документально. Если вы просто говорите, что у вас есть какая-то награда, но не приложили документы в установленные сроки до конца завершения приема документов, то мы уже учесть не сможем. Например, у нас две даты ключевые для бакалавриата. Это 20 июля и 25 июля. 20 июля для тех, кто у нас поступает, у кого есть внутренние экзамены. Это, например, все творческие специальности. Это для тех, кто у нас поступает после колледжа, кто является иностранным гражданином, либо у кого-то есть инвалидность, он имеет право сдавать внутренние вступительные. Ну и, кстати, лица тоже с СВО, да, там вам говорили уже, тоже имеют право сдавать внутренние экзамены в некоторых случаях. Вот только, и 25 июля это для тех, кто поступает только по 3 ЕГЭ. Если вы после 25 июля нам скинете какое-то индивидуальное достижение, каким бы оно замечательным ни было, мы его учесть не сможем. На это обратите внимание. Ну и тоже было то, что Галина Александровна рассказывала, что то, что вы имеете право на 5 направлений поступать, не пренебрегайте этим правом, но здесь действительно то, что уже говорили, очень продумайте. Во-первых, вы должны по перечню ЕГЭ, если вы поступаете по ЕГЭ, проходить на эти направления, вы должны преодолеть минимальные пороги по вступительным испытаниям. И, конечно же, вы все-таки должны хотеть учиться на этих направлениях, потому что действительно по опыту прошлого года, приоритеты у нас появились с прошлого года, было очень много грустных историй, когда были зачисления на те направления, которые были нежелательны от слова «совсем». Поэтому очень внимательно проанализируйте весь перечень. Он у нас висит во вкладке «Абитуриенту», «Бакалавриат», и в документах ищите документ с названием «Количество бюджетных мест», там что-то с количеством называется, там вы его очень быстро найдете, там будет табличка по всем факультетам и институтам, и вы можете посмотреть, куда вы проходите по своему набору ЕГЭ, преодолеваете ли минимальные пороги и какие ваши примерно шансы. А следующие, конечно, все квоты. Некоторые у нас бывают случаи, стесняются предоставлять документы и не заявляют свои права на квоты. Уважаемые родители и дети, это ваше право. Вы имеете право попасть на бюджет все-таки относительно по упрощенной, как бы сказать, схеме, да? У вас будет меньше гораздо конкурс. В каждом бюджетном направлении, где есть бюджет, выделяются квоты. Конечно, где коммерческие только места, там никаких квот и быть не может. Еще очень часто спрашивают про квоты в магистратуре. В магистратуре только одна квота – это целевая. И здесь, вы знаете, все зависит от того, было ли сформировано предложение на портале «Работа в России» от работодателя. Если там нет предложений, но у нас есть квотные места, эти места просто уходят в общий конкурс. Здесь не думайте, что эти места куда-то уходят, это обычные бюджетные места. Следующая квота, на которую я рекомендую обратить внимание, это все тоже целевое. Это вообще
И плюс для абитуриента, вы, во-первых, идете по отдельному конкурсу, и плюс у вас на выпуске еще будет уже работодатель, известный, в принципе, на период от 3 до 5 лет. И тут и надо смотреть, какое было предложение и сколько работодатель вам предлагает отрабатывать. Там же еще будут и меры поддержки. То есть, в принципе, с этого года новый порядок очень лояльно относится к абитуриенту, и возможности абитуриентов расширились. Поэтому пользуйтесь. Здесь вот я написала от 10 до 30%, но Галина Александровна правильно сказала, что есть у нас единичное направление, где эта квота гораздо больше. Если эти места, еще раз напоминаю, ими не воспользовались целевики, да, либо там отказались или еще что-то произошло, эти места просто уйдут в общий конкурс. Но я советую присмотреться к этой квоте, особенно тем ребятам, у которых не очень высокие получились баллы ЕГЭ. Здесь еще хотелось бы тоже уточнить еще раз. Не важно, что это квота, все правила приема действуют. Вы должны преодолеть минимальные пороги, у вас тот же перечень документов, плюс еще заявка на целевое. Все сроки тоже к вам применяются. Единственное, вы будете зачислены чуть-чуть пораньше. И присмотритесь, время еще есть, практически еще месяц, можно подобрать себе заказчика. Хотелось бы сразу еще раз акцентировать внимание на то, что очень многие думают, что сейчас возьму целевое, а потом как-нибудь я от него как-то буду скрываться, видимо, от своего работодателя. Это не пройдет такая ситуация, потому что вы, когда подаете заявку на госуслугах, там автоматически вы соглашаетесь с тем, что будете зачислены и будете по завершению обучения трудоустроены. Срок трудоустройства начинает идти в отработку только после того, как вы получили диплом. Если вы будете работать, пока вы являетесь студентом, за отработку вот этого периода это не начисляется. Очень внимательно, убедительной просьбой с целевикам ознакомиться с новым постановлением 555. Не все, что у вас будет в договоре прописано, содержится в законе, лучше ознакомиться с первоисточником и быть готовым к любым ситуациям. И очень большое внимание, там есть меры, в том случае, если вы, например, подали заявку, но не захотели зачисляться, там есть штрафные санкции. Причем они применяются как к заказчику, так и к абитуриенту. Поэтому очень внимательно все изучите, прежде чем вы будете уверены, что хотите быть целевиком. Потому что по факту, когда вы уже получите диплом, будет немножко поздно. Ну и следующая очень большая ошибка всех абитуриентов – это невнимательность. Рейтинги абитуриента, очень популярный уже вопрос пошел. У вас в личном кабинете есть возможность смотреть пока не рейтинги, это пока списки поступающих, потому что еще до 25 июля идет прием документов, еще будут экзамены у тех, кто сдает внутренние экзамены. И только 27-го, да, Галина Александровна, вы увидите итоговые конкурсные списки. И напоминаем, что без оригинала, если вы подавали ножками так пришли к нам и подавали документы, либо без волшебной такой галочки на госуслугах, вы не сможете быть зачисленными. Для того, чтобы принести оригинал и поставить эту галочку в госуслугах, есть тоже определенные сроки. Очень внимательно следите. Вся информация есть на нашем сайте. Еще раз повторяю, когда заходите на наш сайт, вкладочка «Абитуриенту» и дальше по уровню образования колледж, либо по бакалавриат. Другие сайты, убедительной просьбы, очень много поступает тоже звонков, где-то что-то увидели, спросили у знакомых, кто-то где-то работает в университете и что-то подсказал. Уважаемые родители и дети, если этот кто-то не является сотрудником приемной комиссии, то нет смысла слушать эти советы. Единственный источник информации – это наш сайт. Единственный, кто вам может правильно проконсультировать, это специалист горячей линии, либо сам сотрудник приемной комиссии, причем не консультанты, которые сидят у нас на первом этаже. Это люди, которые просто вам помогают оформить и подать документы. Они не обязаны вас консультировать по порядку приема. Это немножко другой функционал. Они такие технические вам помощники. Ну, еще раз обращаю внимание, очень внимательно смотрим за датами. Обязательно изучите свой личный кабинет абитуриента, потому что те, кто сдают экзамены, там будет уведомление, там будут различные новости, которые будут вовремя вас уведомлять о каких-то важных событиях. Потому что очень часто тоже где-то кто-то забыл, что-то пропустил, а потом выясняется, что сроки уже прошли.
Вот эти вот даты вам обязательно нужно выписать. Я не стала здесь даты указывать, потому что они немножко разные. В личном кабинете все увидите. На сайте они есть в красивых таких квадратиках. Все оформлено, можно посмотреть. 3 важные даты для вас. Это дата завершения приема документов, как уже говорили. Это 20 июля и 25 июля. Все зависит от того, как вы на основании чего поступаете и смотря на какие специальности. Дата приема оригинала документа. Ну и самая последняя радостная дата – это дата издания приказа. Уважаемые тоже дети и родители, вы когда будете смотреть свои конкурсные списки, либо списки поступающих, вы, наверное, уже заметили, вы там себя не можете найти по фамилии. Они все формируются по СНИЛСам, либо по коду. Если СНИЛСа почему-то у человека нет, там формируется индивидуальный номер, по которому он себя может найти. Поэтому себя вы будете искать по номеру СНИЛСа. Ну и небольшой бонус, я так понимаю, что тоже очень, исходя из количества звонков, есть ребята, у которых... Если совсем ЕГЭ получились либо набор, не проходящий никуда, либо какое-то ЕГЭ очень важное получилось ниже того порога, который установлен в ВУЗе. Я здесь, кстати, еще добавлю, что это не ВУЗ сам устанавливает. В каждом ВУЗе эти пороги формируются учредителем. В данном случае у нас это Министерство просвещения Российской Федерации. Это не мы такие строгие, это общие правила. Если вдруг у вас так получилось, что в университет вы никак не проходите, для вас единственный вариант будет это пойти в колледж. У нас есть свой колледж при университете. Потом после колледжа, пока по действующему законодательству, вы потом будете поступать в университет уже по внутренним экзаменам. И если вы будете учиться на заочной форме обучения, то у вас еще будет сокращение сроков обучения. Поэтому присмотритесь обязательно. Там очень много бюджетных мест. Есть коммерческие группы, есть набор на базе 9 классов, есть набор на базе 11 классов. Колледж у нас находится тоже относительно недалеко, Белякова 25, и приемная комиссия у них находится тоже там. Она не здесь. Вы можете также спокойно подать документы в колледж через систему внутреннего нашего университета. В госуслугах, к сожалению, пока нет, поэтому здесь либо вы приезжаете в сам корпус колледжа, либо вы можете воспользоваться, в принципе, и нашими консультантами, но можете сами даже, очень много абитуриентов подают документы даже через телефон. Ну и следующая часто популярная такая ситуация, когда у вас осталось только 2 ЕГЭ, которые проходные. Здесь можете присмотреться вот к таким специальностям, у которых 3-е вступительные испытания проходят в ВУЗе. Например, это все творческие, это специальности, где изучаются родные языки, их достаточно много. И там, где нужны какие-то спортивные достижения, здесь обращаю внимание, что экзамены вот эти, они сдаются очно, за исключением татарского и башкирского, который будет онлайн. Понятно, что мы не можем рисунок провести в дистанте и проверить ваши танцевальные способности. И еще здесь такой комментарий, уважаемые и родители, и дети. Очень многие хотят стать дизайнерами, например, но никогда в жизни не держали карандаш в руке. Здесь такая особенность. Мы здесь не учим вас ни рисовать, ни петь, ни танцевать. Вы уже приходите с такими способностями. Рисунок здесь дается вступительный, он академический, то есть вы должны уметь уже что-то рисовать не просто на уровне хобби. Танцы это тоже, там вступительное, по-моему, там уже показываются номера. Музыкальное исполнительство это тоже уже, когда ваш ребенок действительно имеет такой опыт. Общая физическая подготовка, там тоже это не просто какие-то там 1-2 испытания, там целая серия как сказать, нормативов, которые нужно сдать, чтобы вы могли учиться нормально на этой специальности, потому что здесь физическая культура все-таки предполагает очень большую активность и требования высокие к физической составляющей абитуриента. Поэтому со всеми программами вы можете уже знакомиться, они висят на сайте. Повторяю еще раз, это наш сайт университета. Вкладочка «Абитуриенту», выбираете бакалавриат, листаете все вниз и ищите раздел «Документы». Можно сразу нажать на «Документы». И ищите раздел «Программы вступительных испытаний». Они там все представлены, вы можете посмотреть. Для вот этих вот творческих всех направлений будет также запись проведена консультаций. Вы сможете посмотреть это в записи. Для всех остальных вступительных испытаний вы готовитесь по программам и будут предоставлены телефоны, почты тех, кто будет консультировать вас по, если какие-то вдруг возникли вопросы по программе. Поэтому тоже присмотритесь, если у вас ЕГЭ не очень много, но
в принципе, 2 ЕГЭ действующих есть. Вот присмотритесь к этим направлениям, вполне возможно, это ваш вариант. Ну, еще раз напоминаю наши контакты, и давайте, наверное, уже перейдем к вопросам, которые у нас остались, и Галина Александровна поможет разобраться с самыми интересными вопросами горячей линии, учитывая, что уже почти 3 недели, да, работает наша горячая линия, мы так сгруппировали вопросы, я думаю, что они для вас тоже будут полезными. Начнем? Да. Ну, давайте, первый вопрос. Можно ли поступить после колледжа на любое направление бакалавриата? В этом году пока изменений нет в правилах приема. Соответственно, выпускник колледжа с любым направлением, с любым дипломом может поступить на бакалавриат на любое также направление. Ограничений нет. Но напоминаем, вступительные испытания разные, и они здесь профильной направленности. Это не просто математика, там, я не знаю, физика, да, русский язык он для всех, и для школьников, и для выпускников колледжей, а дальше уже идет профильность. Например, поступаете на дошкольное образование, там будет что-то, естественно, с дошкольным образованием. Это тоже смотрим в разделе, в перечне направлений, в личном кабинете вам назначат экзамены, вы тоже все названия увидите. Дальше, тоже такой же вопрос, но немножко уже другого уровня. После бакалавриата на любое направление магистратуры можно? Точно так же после бакалавриата можно поступить на магистратуру любого направления. А здесь единственное ограничение людям, имеющим диплом специалитета. Да, это новый специалитет, это обычно у медиков такие, у военных бывают, у которых, ну, как бы право, вы знаете, что специалитет – это тот уровень образования, который не требует идти дальше в магистратуру, он как бы такой полный, да, условно, считается отдельным уровнем и не предполагает обучение бесплатного в магистратуре, поэтому для вас уже магистратура будет платная. Но это очень мало таких пока людей. Поэтому пока все шло хорошо, и на бюджете у нас тоже очень много таких людей. Дальше. Могу ли я поступить на бакалавриат на платной основе с количеством баллов по ЕГЭ ниже установленного минимума? Но об этом уже вам сегодня 2 раза сказали и я, и Наталья Степановна, да. Но вопросы все равно поступают. Вопросы все равно поступают. Нет, к сожалению, ниже установленного минимума не сможете поступить ни на одно направление, ни на бюджет, ни на коммерцию. Да, и не на заочку. Ни на какую форму обучения. Да, ограничения есть, и тоже, как я уже говорила, не мы это устанавливаем, поэтому очень внимательно просто посмотрите те варианты, которые есть, которые я говорила, либо идем через колледж, либо смотрим те специальности, которые вам подходят. Дальше тоже очень много абитуриентов переживают по этому поводу. Нужно ли предоставлять справку 086У? Не на все направления и не во время приема. То есть в случае зачисления на определенную специальность, куда вы претендовали, если туда требуется справочка, вы уже на факультет в процессе обучения в сентябре можете предоставить эту справочку при необходимости. Да, это не основной документ, поэтому есть, прикладываете, нет. Ну, нет и нет. Дальше, что предоставляет из себя очно-заочная форма обучения, в какой форме проходит обучение. Здесь, уважаемые абитуриенты и родители, все зависит от факультета. Какие-то факультеты выстраивают очно-заочную форму обучения ближе к вечерней, да, когда после 4, например, занятия у них начинаются. Какие-то делают полные дни обучения, например, понедельник, среда, там пятница, условно говоря, но полные дни. Здесь все зависит от факультета, и если есть такой, вы знаете конкретно, куда вы хотите, лучше с ними связаться с факультетом и уточнить уже по графику обучения. Но обычно это ближе к вечерней выстраивается, в основном такая идет практика. Дальше интересный вопрос, но в принципе он тоже популярен почему-то в этом году. Почему нужно писать сразу 2 заявления на бюджет и на платную основу? Почему я не могу подать заявление на платную форму обучения после того, как я не сдал экзамен на бюджетную форму обучения? Такие 2 вопроса, но в принципе по сути... Частый вопрос, да. Почему? Потому что, я так понимаю, у родителей вызывает опасения, что подав одновременно заявление на бюджет и на коммерцию, вас априори будут рассматривать сразу на коммерцию, якобы вузы хотят на вас заработать. Это далеко не так, потому что у нас сроки зачисления, сроки издания приказов, сначала идет бюджет, а потом коммерция. В любом случае вашего ребенка сначала будут рассматривать на бюджетную форму обучения, и если
И если он не проходит по конкурсу, либо не предоставил необходимый комплект документов, только в том случае вас уже будут рассматривать на коммерческом конкурсе, и никак иначе. Да, здесь... Подача документов одновременная просто для удобства вашего. Чтобы потом не переживать и не ходить еще раз в университет, не переподписывать документы. Поэтому лучше сразу для себя, просто это облегчение себе же идет. Да, совершенно верно. Ну и здесь, наверное, такая, не подумайте, что реклама, это просто программа, которая курируется некоторыми банками. Для тех, кто видит, что стоимость, например, обучения вам как сказать, для вас очень большая, есть такая программа образовательного кредита. Ознакомьтесь с ней тоже заранее, там очень выгодные, там маленькие проценты, там выгодные условия по гашению кредита. Посмотрите, не буду говорить банки, которые это реализуют, там есть 3 банка, которые официально реализуют эту государственную программу. Если вам это интересно, можете тоже к нам подойти, мы вам все расскажем, контакты можем дать. Поэтому, если прям вы точно знаете, что вы идете на коммерческую программу, и она дорогая, можете вот этим тоже воспользоваться. Дальше, если я являюсь женой участника СВО, полагается ли мне какая-либо квота при поступлении? Мы это, конечно, тоже проговаривали, но еще раз. Мы уже говорили, еще раз повторюсь, что либо сам участник специальной военной операции, либо его ребенок. Здесь, кстати, уважаемые зрители, тоже большое внимание, именно ребенок, по документам есть подтверждение родства. Если вы просто как-то живете вместе... Это не попечитель, да, не отчим, не другая категория, а именно родитель. Либо родитель, либо должны быть документы об усыновлении. Совершенно верно. То есть все документально проверяется и подтверждается. Другой категории, к сожалению, в законе не прописано, только 2 эти. Да, очень много еще бывает, братья и сестры обращаются, уважаемые зрители, не предусмотрено. Дальше, я поступаю по целевому направлению. Могут ли мои баллы быть ниже минимально установленных? Могу ли я сдать или пересдать этот предмет в качестве вступительного уже в университете? Значит, мы уже с вами определились, что ниже минимального балла ни на какой конкурс ЕГЭ не могут учитываться, это однозначно. А по поводу вступительных испытаний зависит от вашей категории. Если вы имеете право сдавать внутреннее вступительное испытание, допустим, вы выпускник колледжа, либо вы имеете инвалидность, либо вы иностранный гражданин, либо вы закончили школу в иностранном государстве, вы имеете право сдавать внутреннее вступительное испытание. Также это относится к отдельной квоте. Но, опять же, в рамках только отдельной квоты результаты этих вступительных испытаний будут действовать на определенные места в рамках отдельной квоты, не на общий конкурс. И здесь Поэтому тоже, ребята... определенная категория граждан, которая может сдавать внутреннее вступительное испытание помимо ЕГЭ. Но обратите внимание, дописать и пересдать ЕГЭ в университете невозможно. Это уже вопрос не к нам. ЕГЭ записывайтесь через школу, через отдел образования. Вы можете пересдать ЕГЭ, на следующий год вы можете попробовать заново поступить. Либо смотрите то, что я говорила, те специальности, которые, возможно, вы подойдете. Дальше. Возможно ли поступить без профильной математики? Это наша головная боль, наверное, уже на протяжении лет 5. Уважаемые абитуриенты, в университет с базовой математикой ни в один университет не принимают. Если в качестве вступительного испытания указана математика, это только профильный уровень. В университет без математики можно поступить, это те направления, я тоже вам показывала, где вы можете, как я уже говорила, если вы заходите на сайт университета, абитуриенту бакалавриат, ищите документ «Количество мест», и там прописаны во всех разрезах все требования по каждой специальности. И там есть как раз-таки какие вступительные, и вы просто ищете те направления, где нет математики. Не везде нужна математика, это действительно так. Но если она указана, она только профильного уровня. Это прям вот из года в год у нас повторяются ошибки, к сожалению, но об этом почему-то многие узнают только когда подают документы в университет, а не когда выбирают ЕГЭ. Следующий вопрос. Галина Александровна, очень интересно. Есть ли возрастные ограничения при поступлении на программу бакалавриата или магистратуры? Никаких возрастных ограничений для поступления в ВУЗ нет. Пожалуйста, хоть на пенсии можете учиться. Соответствующий диплом образования предыдущего,
и они соответствуют установленным требованиям, хоть до 100 лет. Пожалуйста, учитесь. Да, здесь только на бюджет вы имеете право один раз учиться, если вы этим правом на каждом уровне могли воспользоваться, а если уж воспользовались, не воспользовались, тут немножко уже это ваш был выбор, поэтому здесь есть очень маленькие тонкости. Лучше приходите со своими документами, мы вам подскажем, можете вы на бюджет поступать или не можете. Следующий тоже интересный вопрос, но актуальный. Если я сейчас нахожусь на СВО, в каком формате будет организовано мое обучение? Здесь, наверное, знаете, как нужно ответить. Если вы уже были зачислены, и у вас вот есть этот период, например, в сентябре, да, вы можете подойти в деканат и оформить индивидуальный график обучения, потому что к таким категориям действительно относятся лояльно. Если вы поступили на заочную форму обучения, там вообще сессии они там 3-2 раза в году, поэтому вы вполне можете успешно совмещать эти все со службой. И у нас есть такие студенты, которые совмещают и службу на СВО. Когда они приезжают здесь, они уже с учебой разбираются, как вы говорят, в отпуске, да, и потом обратно уходят. Есть такой опыт. И тем более есть еще такое понятие академический отпуск. Если вы понимаете, что вы надолго, например, уходите и не сможете посещать учебу, можете оформить академический отпуск, ваше бюджетное место будет за вами сохранено. Когда вы приезжаете, вы уже можете учиться, вы восстанавливаетесь и учитесь. Как бы здесь все в индивидуальном порядке рассматривается, но уже в деканате после зачисления. Возможность такая есть. Следующий. Возможно ли поступление без результатов ЕГЭ и без внутренних вступительных испытаний, проводимых самим вузом? К сожалению, нет. Ну, есть такая категория, которая победители Всероссийской олимпиады школьников, у которых ЕГЭ не ниже 75 баллов. И есть в СВО квоте, вы сегодня тоже показывали. Есть... Да, без проведения вступительных. Но сразу говорю, таких детей у нас буквально год. Единица, да. Не это более исключение из правил. Это исключение из правил, поэтому все-таки надо сдавать ЕГЭ. Дальше. Должен ли я сам записаться на вступительное испытание? Если нет, то где я смогу увидеть даты вступительных испытаний и как получить к ним доступ? Записываться специально на вступительное испытание не надо. Технические секретари приемной комиссии вас запишут сами. Вам придет на почту сообщение с логином и паролем и доступом в личный кабинет, где вы сможете пройти тестирование в дистанционном формате по определенному вступительному испытанию. Если это очно, вам придет сообщение, когда и где будут проводиться экзамены и когда нужно будет прийти в ВУЗ и сдать данное вступительное испытание. Но с расписанием рекомендуем тоже ознакомиться. Да, оно заранее. доступно, вы можете посмотреть. И убедительная просьба, так сказать, к зрителям. Если вы видите, что у вас экзамен онлайн, и вы понимаете, что в этот день вы никак не можете, есть один резервный день, но он последний. Если вы и в резервный день не заходите на вступительное испытание, все, ваши попытки исчерпаны. И внимательно обратите внимание на период захода на вступительное испытание. Вход у нас, по-моему, с 9 утра, насколько я помню, до 10, например, вечера, если разрешен. Но не надо заходить на экзамен без 5-10. На экзамен отводится обычно час. То есть, например, самое позднее время, когда вы должны зайти на вступительное испытание, это 9 вечера, например. Все, потому что у вас должен быть люфт немножко. Если вы зашли без 5-10 и начали что-то там отвечать, ваша попытка сгорит. Хороших результатов вы явно не получите. Но вы уже использовали свою попытку, и пересдача экзаменов, кстати, хочу сообщить, не предусмотрено. Поэтому очень внимательно к этому отнеситесь. Вы же знаете заранее, можете вы выйти, будет ли у вас стабильный интернет, подстраховаться нужно. Следующий интересный вопрос, который каждый год разъясняю, но мне кажется, это тоже так и не понимают отличия. Очень часто спрашивают проходные баллы. Смотрите, вот здесь такой прям вопрос звучит. Какие различия между минимальным и проходным баллом? Минимальный балл – это то, что Галина Александровна вам показывала, ниже которых просто в университет вы не сможете подать документы. Это не мы не примем, система вас не примет. И напомню, что ЕГЭ вы можете нам писать при поступлении хоть 100 баллов, но ваши ЕГЭ подгружаются автоматически с федеральной базы. То есть нас тут не обманешь. В этом плане хорошо. Но, с другой стороны, вы все спрашиваете проходные баллы. Проходной балл будет известен, когда мы всех зачислим. Проходной балл – это балл последнего зачисленного на специальность. А зачисляем мы
Когда там уже первый приказ у нас в конце? 30 июля. 30 июля и в августе. 9 августа. Да, соответственно, проходной балл этого года будет известен еще не скоро. Ориентироваться на проходные баллы прошлого года не совсем корректно, потому что кто-то, ну вы знаете, да, что бывает, что, например, такое, как вообще говорят, что, например, были сложные задания по русскому, и все плохо его написали, ЕГЭ. Или там была легкая математика, у всех хорошие баллы. Из года в год ситуация меняется, проходные баллы, они тоже меняются. Мы не можем сказать, кто пройдет, с какими баллами. Можно посмотреть этот как бы по приказам прошлого года примерно, чтобы знать, да, где больше конкурс, где баллы выше, где баллы пониже. Но это вам ничего не даст. Единственный совет: вы в своем личном кабинете находите кнопку «Рейтинги» в списке поступающих, и там смотрите просто, сколько ребят, какие у них баллы, есть ли у них оригиналы. Вот это для вас самая интересная информация. Все остальное вы просто себе будете засорять голову и отвлекаться. Поэтому на это вообще не обращайте внимания. А следующий вопрос, ну, как раз таки тоже в тему, когда я смогу увидеть полные конкурсные списки. Мы это уже говорили. В принципе, ответила. 27 Да, июля будут конкурсные списки. Причем они не с утра, не в 7, не в 6, как вы очень многие любите ждать. Они вот будут к концу дня, когда все уже всех обработали, суперсервисы все выгрузилось, все проверили, и тогда только появляются итоговые конкурсные списки. Это не так, что по мгновению палочки они все появились у вас в личных кабинетах. Поэтому тоже проявляйте терпение, смотрите за списками поступающих, наблюдайте. Особенно последние дни перед приказами. Следующее. До скольки направлений я могу подать заявление одновременно? Если я подаю на одно направление, на бюджет и на платную форму, это засчитывается как одно направление или уже два? Если у вас совпадает направление и на бюджет, и на платное, это считается как одно. Соответственно, у вас 5 направлений, 5 вузов. Пожалуйста, подавайте. Дальше. Предоставляется ли общежитие на время вступительных испытаний? На время вступительных испытаний общежитие не предоставляется, нет такой возможности. Но на время обучения предоставляется всем, кто зачислен на бюджет, на очную и очно-заочную форму обучения. Здесь еще, знаете, у нас есть такое понятие гостиница Института повышения квалификации, и у них бывает, что если никто не заселен, если есть свободные номера, можно к ним заселиться, и там тоже очень лояльная цена. Если вам интересно, вы напишите нам на почту, мы вам скинем контакты, вы можете узнать, есть ли у них это место, и забронировать. Вступительные испытания, они не у всех очные, поэтому посмотрите сначала свое расписание, предусмотрен ли у вас внутренний экзамен, и потом уже решайте, на какой день вы будете приезжать, в какое время проходит. Очень внимательно к очным экзаменам, там время ограничено. Они не предусмотрены, что с 9 до 10 вечера, там есть свое время и ограниченные по времени. Есть требования, что нужно с собой принести, как нужно готовиться. Обязательно это все заранее, пожалуйста, посмотрите. Дальше легкий вопрос. Нужно ли фото для поступления в университет? Нет, не нужно. Фото вы потом принесете уже в свой деканат, когда вам будут оформлять зачетные книжки, студенческие билеты. Тогда нужны ваши фотографии. Нам они пока не нужны. Следующее. Является ли актуальная информация о поступлении на сторонних сайтах? Ребята и родители, я как уже говорила, есть один достоверный источник, это наш сайт. Есть еще другой источник, федеральный портал «Поступаю в ВУЗ онлайн». Там еще и тоже можно смотреть этот портал, эта информация с этого портала у вас видна через госуслуги. То есть единственный верный источник – это наш сайт. Вопросы задаем только на горячую линию, либо по почте, либо ВКонтакте. Мы там все проверяем, все смотрим, стараемся оперативно вам отвечать. Да на другие источники, не на советы тех, кто поступал в прошлый год, не дай бог, вы будете ориентироваться, не на советы учителей, порядок приема. Здесь не в плане того, что к авторитету, здесь вопрос в том, что каждый год порядок приема меняется. Очень много нюансов. И то, что было хорошо в том году, оно в этом году может не действовать. Вот как целевое обучение, да, полностью поменялось. Советы тех, кто поступал в том году, в этом году совершенно не актуальны. Поэтому только общение с приемной комиссией и с представителями приемных комиссий. Следующий вопрос. Могу ли я подать на целевое и на общий конкурс одновременно? Да, разумеется. Это даже нужно сделать, потому что и на целевой конкурс отдельно бывает, допустим, 3 целевых места, 5 целевиков. Между ними тоже конкурс. Вдруг вы туда не попадете. Соответственно, подстраховываетесь, подаете на общий конкурс. Да это и логично. Да, здесь еще, помните, советовали, еще и на коммерческий, на всякий случай тоже сразу подаете, чтобы потом вам не бегать в панике, не приезжать в университет, не искать, где что, как переподписать, переподгрузить. Спокойно вы будете уже наблюдать во всех своих рейтингах, где, куда вы проходите.
Дальше. Обязательно иногороднему абитуриенту предоставлять оригинал документа об образовании для зачисления в ВУЗ. Но здесь, ребята, не только иногородним абитуриентам. Если вы хотите учиться на бюджете, то вам нужно либо предоставить оригинал, привести его сюда в установленные сроки до даты завершения предоставления оригинала, либо, если вы подавали через госуслуги, у вас там есть галочка о предоставлении оригинала. Она приравнивается к оригиналу. Для тех, кто хитрый и умный, если вы собираетесь в один университет привести оригинал, а в другой поставить галочку, так не получится, потому что все данные об абитуриентах передаются в так называемый суперсервис, сегодня уже слышали это страшное слово, и все это становится известно всем вузам, куда вы подали. И поэтому мы вообще можем, конечно, вас исключить все вузы со всех вузов, чтобы было вам уроком, но, скорее всего, будет решаться вопрос обоюдно, куда вы в итоге хотите. Но здесь, смотрите, если это произойдет в сроки очень-очень близкие к завершению, вы можете не успеть определиться и проскочить мимо всех университетов и пойдете учиться на коммерцию, если еще успеете там. Поэтому очень внимательно со своими документами, не надо придумывать каких-то хитрых схем, вы, скорее всего, обдурите сами себя. По опыту обычно это бывает так. Следующий интересный вопрос, который почему-то тоже нас лидирует в этом году на горячей линии. Зачем нужно подписывать согласие на обработку персональных данных? Согласие на обработку персональных данных – это единое требование, потому что обрабатываются ваши фамилии, имя, отчество, ваши паспортные данные, ваш СНИЛС, ваши документы в образовании. И регулируется это все законом. То есть по закону образовательная организация имеет право обрабатывать именно эти документы, которые требуются для поступления. И вы даете согласие на обработку именно этих данных. И, разумеется, если вы прикладываете какие-то дополнительные документы, подтверждающие ваши какие-то льготы. Что это значит? Это не значит, что мы распространяем все ваши документы на весь мир. Это не так. Вот вчера буквально был случай, когда абитуриент с родителем, заполняя данные в своем личном кабинете, уже априори сказал, что раз я размещаю свои данные в личном кабинете, значит, я уже их распространил там, на весь мир. Нет, это не так. Личный кабинет вы входите по своему паролю, по своему логину. Это ваши личные данные. Мы видим только заявление, которое вы потом отправите из своего кабинета, который придет в нашу систему. И, соответственно, документы, прикрепленные вами для обработки. Для чего это нужно? Для того, чтобы мы могли проверить во всех информационных государственных системах ваши данные, ваши паспортные данные, ваши ЕГЭ, ваши документы об образовании. Это необходимо. И образовательная организация имеет право на проверку таких документов. Это установленное требование. Если вы не даете согласие на обработку персональных данных, вы просто не будете участвовать в конкурсе. Да, мы просто не сможем обработать ваши документы, вы не увидите себя в списках и, соответственно, не будете зачислены, потому что никаких прав работать с вашими документами вы нам не дали. И, как я уже говорила, это вот то, что нужно для суперсервиса, потому что есть единая база всех поступающих, что федеральная, это даже как бы не обсуждается, все вузы туда выгружают все данные абитуриентов. А если вы подаете через госуслуги, то, естественно, там тоже все данные ваши есть. Никаких кредитов мы на вас не оформляем, не переживайте. Ну и давайте перейдем к вопросам в чате. Так, давайте начнем, наверное, сначала и пройдемся уже до конца. Так, ну всем здравствуйте, мы уже поздоровались. Так, если абитуриент, который подал уже документы и не поставил галочку «Да» о рассмотрении целевого обучения, сейчас хочет его рассмотреть, какие у него должны быть действия? Вам нужно зайти в свое заявление и отредактировать его. Там есть такая функция в любой системе. И в госуслугах, и в личном кабинете через нашу систему. Да, просто отредактируйте и добавьте конкурс. Да. Это до буквально 25 июля. Да, главное в сроке, но это действие буквально получаса, наверное, с учетом того, что вы там переподпишете свое заявление, еще раз там все документы проверите, все ли у вас там приложено. Следующее. Если абитуриент подал документы не через госуслуги, а через сайт ГПУ, как он подаст согласие на целевое обучение? Здесь не согласие, здесь у вас заявка идет? Здесь заявка. Нужно вам подойти в ВУЗ и заполнить эту заявку в бумажном виде. Предварительно зайти на портал Работы России и
Номер предложения, наверное. Номер предложения Найдите смотрите? заказчика, куда вы хотите, кому подать номер предложения, и уже с этими данными приходите в ВУЗ и заполняете этот документ, заявочку на целевое обучение от руки в бумажном варианте. Мгм. Так, следующий вопрос. Если подаешь документы через квоту от школы, через госуслуги, какой конкурс будет проходить по баллам ЕГЭ или что-то другое? Здесь вопрос, что вы там через школу подаете, это немножко странно. Вы можете подать документы либо через госуслуги, либо через нашу систему. Либо вот вы приходите к нам и подаете документы через нашу систему. Ну, я так понимаю, что это стандартный вопрос. Уже несколько было таких звонков, что заявочка была предварительная весной, где-то в школе договоренность о целевом обучении, но вдруг у нас стало известно школам, что у нас изменения с 1 мая 2024 года в закон об образовании, регулирующий целевой механизм. И до сих пор почему-то школа об этом не в курсе, даже странно. Хочется сказать, ну, ребят, ну почитайте уже законодательство, сколько можно. Поэтому никакие школы, вы работаете только через госуслуги, либо через информационные системы университета. Да, с вас, скорее всего, собирали, может быть, и желающих, Да, кто хочет предварительные учиться на заявочки целевом такие. обучении для сопровождения, потому что мы тоже и вебинары проводили, и разъяснительную работу. Может быть, какие-то предварительные, чтобы оценить, сколько нужно предложений от школы или какой-то организации. Но, ребята, через школу вы точно никуда документы не подаете. Поэтому проверьте, что, где, как. Если у вас в личном кабинете госуслуг или личном кабинете университета не отображается целевой конкурс, то вы не целевик. Пока проверьте. Если не знаете, что, куда смотреть, лучше подойдите к нам в университет. Это у нас остановка «Гостиный двор», 2-й учебный корпус. Это большой корпус с горящей, бегущей строкой, гербом на корпусе. Тут не промахнетесь. И весь 1-й этаж – это приемная комиссия. Подходите, спрашиваете, мы уже смотрим, что у вас есть, что правильно из документов и что нужно будет доделать. Следующий вопрос. Есть ли какие-то кружки в университете? Вот здесь их столько, ребята, что вы, наверное, с ума сойдете их выбирать. Когда вы все поступите, у вас будет такое интересное мероприятие «Лагерь погружения». Вам будут тут 2 или 3 дня рассказывать, что есть в университете. Вас будут знакомить с этими ребятами. Здесь у нас очень много направлений творческих. И поют, и танцуют, и наукой занимаются. Спорт, конечно, есть. Очень много секций. Мы как педуниверситет в этом плане, мы, наверное... Изобилие у нас вот этих всех возможностей, себя вы точно найдете, не переживайте. Это вот вообще можете за это не переживать. Точно на все 4-5 лет вы будете заняты. Вы можете в управленческие какие-то команды войти, у нас есть студактив прекрасно. В общем, вы точно себя самореализуете. Так, здравствуйте. Студентам-заочникам выделяют ли места в общежитии? Ребята и родители, студенты у нас очной формы обеспечиваются в обязательном порядке местами в общежитиях. Дальше идет очно-заочная форма, потому что они тоже каждый день ходят на учебу, а заочники, к сожалению, не обеспечиваются. Вы можете, единственное, как я уже говорила, есть гостиница Института повышения квалификации, вы можете пользоваться их услугами при наличии свободных мест. Сессии они по 2-3, максимум, наверное, 3 недели, обычно в 2 недели укладываются, обычно это приезд ненадолго. Но в общежитие точно вам не предоставляется. Дальше, так... Так, сын инвалид, поступает на исторический факультет очно. Есть ли возможность не сопровождать его до аудитории первые несколько дней или назначить временно сопровождающий из числа одногруппников? Здесь я думаю, что при зачислении у нас есть центр инклюзивного образования. Обычно у нас практика есть, что родители действительно сопровождают на учебу, здесь проблем нет. Вы с этим центром, думаю, что как-то согласуете свои действия, с деканатом тоже согласуете. Я не вижу никаких проблем, обычно все хорошо проходит, родители сопровождают и встречают своих детей, у которых есть какие-то ограничения по здоровью. Здесь тоже это все решаемо, не переживайте. Следующий вопрос. Если у меня 3 в дипломе, я все еще могу пройти на бюджет. Здесь смотрите, ребят, смотря куда вы поступаете. Средний балл аттестата влияет, если вы поступаете в колледж, правильно? Там потому что зачисление идет по среднему баллу аттестата. В университет вы идете по ЕГЭ. И если, да, либо внутреннее вступительное испытание, если это вам разрешено.
Но если вы идете по ЕГЭ, и у вас там есть тройка в дипломе, но нас это не особо интересует, поэтому мы даже об этом и не узнаем, потому что мы будем вас рассматривать только с точки зрения ЕГЭ. Поэтому здесь можете не переживать. В колледж, возможно, да, ваша тройка как-то повлияет на средний балл и немножко как бы ухудшит, наверное, вашу позицию в конкурсе, а так всякое бывает, и нужно смотреть, смотря какая специальность, востребована, не востребована, и примерно ориентироваться уже на то, какие ребята туда подались, и подали ли они свои оригиналы. Там уже смотрите, если, например, там 20 мест и 50 человек со средним баллом 5, как бы понятно, что, наверное, рассчитывать там уже с пониженным баллом нет, но все остальное вполне возможно. Ну, вдруг ребята еще заберут до последнего дня, когда вот конкурсные списки вы не увидели итоговые. Переживать особо не стоит. Следующий вопрос. Доброго дня, лучше подать онлайн или приехать в ваш вуз? Одинаково. Здесь единственный нюанс, наверное, что если у вас дома нет техники для распечатки, для сканирования, тогда лучше подъехать к нам, потому что мы вам эту технику все предоставляем, так сказать, во временное использование, и консультант вам поможет этой техникой воспользоваться. И если у вас дома есть все возможности, оборудование, вы прочитали инструкцию, как подать документы, что бывает очень крайне редко среди абитуриентов, то обычно все абитуриенты справляются. Я вам рекомендую тоже зайти на наш сайт, у вас там для абитуриента есть инструкция, как подать документы, все в картинках, все понятно. Поэтому посмотрите, в основном чтение инструкции, как обычно, избавляет от лишних вопросов. И все становится гораздо понятнее. Дальше вопрос, сколько штук фотографий необходимо для поступления. Мы уже говорили, никакие фотографии мы от вас не требуем, а в деканате вам уже потом расскажут, сколько фотографий, на какие там документы для личного дела нужно будет предоставить. Это не обязательно. Но сфотографироваться вы, конечно, можете сходить, все подготовить, чтобы потом все это было. Дальше, оригинал документа должен принести поступающий или можно попросить другого человека? Очень хороший вопрос, очень много у нас постоянно с ним проблем. Галина Александровна, наверное, как юрист, давайте здесь ответьте. Оригинал принести может каждый, и мама, и папа, и друг, и все. А вот забрать оригинал сможет только сам абитуриент. Либо нотариально доверенный документ. Да. Нотариально заверенный. Не просто ребенок от руки вам написал, что он разрешает маме, папе забрать документ. Да. Это нотариус с документом, со всеми печатями и кучей подписей. Вот тогда этот человек сможет, я не знаю, это даже хоть кто, если у него есть нотариальное доверие, сможет это сделать. Все остальные варианты не рассматриваются. Поэтому, если вы понимаете, что ребенок, например, куда-то уехал у вас отдыхать или что-то, а вы будете за него решать его судьбу, заранее подготовьтесь, у вас еще практически месяц, чтобы нотариальные документы были правильные. Очень большие проблемы, потому что всегда с этим возникают. Еще тоже небольшой нюанс, пока вопроса такого не было, но вот я сейчас просто там дальше большой вопрос будет. Очень есть каждый год такие желающие, которые отсылают свой оригинал документа почтой. Уважаемые ребята, этот способ разрешен, но, во-первых, вы должны понимать, что почта, она не быстро приедет, и у нас был в том году несколько грустных случаев, когда документы приезжали после того, как мы уже зачислили и издали все приказы. Дата получения вашего документа будет по факту получения нами в приемной комиссии, а не по факту отсылки вами это в почтовом отделении. Посылки могут задерживаться, они могут теряться, они могут повреждаться. Обязательно, если вы вдруг все-таки решились отправить документы почтой, это заказное письмо должно быть, не просто файлики в обычном конвертике, скомканное как-то, как иногда тоже приходит. Это обязательно заказное и лучше со всеми видами уведомлений, потому что вы должны отслеживать это письмо, вы должны знать, едет оно к нам или не едет. Очень внимательно к этому, пожалуйста, отнеситесь. Мы, конечно, советуем, вы лично лучше привезете, вы его к нам предоставите и будете спокойно уже не переживать. Очень много, потому что бывает разочарование с этим способом доставки. И знаю, что были даже случаи, когда повреждались документы, пока они ехали. Вы понимаете, что поврежденный документ – это уже не совсем документ, его нужно восстанавливать и переполучать. Ну и давайте тоже интересный вопрос последний от Ленина. Пояснить по поводу целевого обучения от школы. Мы там что-то вроде подавали. Смотрите, еще раз. Если вы в школе как-то обговаривали вопрос целевого обучения вашего ребенка, это вы просто предварительно говорили, чтобы школа
создала предложение. В этом году как система работает? У нас просто заказчиком это в основном школа, это может быть любой работодатель. Он должен был создать предложение, то есть он понимает, что через 4-5 лет ему нужен какой-то кадр, он его сейчас берет, помогает ему обучиться и потом возьмет к себе на работу. Вот в этом смысл целевого обучения. Если заказчик, в данном случае школа, создала предложение, то вы его можете выбрать через госуслуги при поступлении. Если ваша школа, в которую вы хотели, наверное, так понимаю, пойти потом работать, не создала предложение, то вам придется выбирать из тех предложений, которые отображаются на госуслугах. Это может быть другая школа, это может быть другой работодатель. Абитуриенты здесь не ограничены в этом плане. У абитуриентов по новому постановлению целевого обучения больше свободы и больше возможностей появилось. Вы видите предложения всех заказчиков в Республике Башкортостан и не только. Вы можете спокойно просто выбрать другую школу, другой детский садик, какая-то другая организация и к ним подать свою заявку на целевое обучение. Здесь вы совершенно не ущемлены в правах, у вас наоборот они расширились. Единственное, что ваша школа, если хотела вас принять и не создала предложение, то она уже это в этом году сделать не сможет. Если еще остались вопросы, вы приходите, что у вас есть на руках, приносите, потому что если вы со школой, возможно, как-то это все дело проговаривали, может быть, что-то у вас есть, какой-то документ или что-то, мы посмотрим и скажем, что нужно дальше делать. Следующий вопрос. Так, подача оригинала в ВУЗ лично равносильно тому, что поставить галочку на госуслугах. Все верно, у вас два способа. Либо вы сами привезли нам оригинал, и мы поставили отметку о том, что у вас предоставлен оригинал. Или вы, если подавали через госуслуги, то вы там ставите галочку. Если вы подавали через нашу систему, а потом захотите поставить галочку в госуслугах, это не получится. Вы либо через госуслуги подавали документы, либо через нашу систему. У вас не может быть два личных кабинета одновременно, потому что все равно потом все выгружается в суперсервис, и мы вас видим как одного человека. Один кабинет придется где-то убрать. У нас очень много тоже таких ребят уже появилось, которые и там везде попробовали подаваться. Мы вам оставим один личный кабинет, и вы решите, где это. Либо на госуслугах вам удобнее, либо в нашем личном кабинете. Нам в этом плане вообще без разницы, тут все зависит от вас, как вам удобно работать. Поэтому очень внимательно за этим тоже последите. Следующий. Так, закончила колледж, получила среднее профессиональное образование учителя начальных классов. Есть тройки, могу ли еще поступить на бюджет? Конечно, можете. Ребята, то, что у вас оценки какие в дипломе, нас совершенно не волнует. Все ребята после колледжа поступают по внутренним вступительным испытаниям. Но если у вас есть действующие ЕГЭ, вы их можете предоставить. Но вы имеете право сдать внутренние вступительные испытания, и наибольший балл будет выбран, потому что в колледже бывает не совсем большие программы по периоду обучения, и ЕГЭ еще действует. Поэтому, если есть действующие, конечно, мы их увидим. Но вы только заявите, что поставьте галочки, что у вас есть ЕГЭ, чтобы мы как бы проверили. Никаких ограничений по вашей успеваемости в колледже нет. Если вы преодолели вступительные испытания, если вы прошли по рейтингу как бы на бюджет, никаких проблем не будет. Ну и коммерческая основа тоже без проблем. Вам главное для колледжа у нас там какой порог? 40 баллов? 40 баллов у вас по всем вступительным испытаниям, то есть нужно набрать от 40 и выше. Если вы это сделали, вы уже имеете право участвовать в конкурсе. Если, конечно, у вас там 20 или там 30 баллов, то, к сожалению, никак. До следующего года нужно будет подготовиться. Большое спасибо и выпускникам, и, наверное, и родителям, и где-то учителям, где-то и нашим сотрудникам университета за вопросы. Это был последний вопрос. Большое спасибо, очень были рады с вами встретиться. Ну и до новых встреч в нашем Акмолинском университете. Мы ждем вас. Благодарим за внимание.